Сегодня в ночь с 13 на 14 января россияне отметили Старый Новый год. Как в удачном Мирнинского района отпраздновали этот день, в материале Елены Медведевой. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А встретили его в удачном поистине народном гулянии, которое развернулось на центральной площади ровно в половине второго ночи 1 января. А завершилась новогодняя ночь праздничным салютом, озарившим небо десятками тысяч разноцветных огней. Программу новогодних праздников продолжили утренники для детей, в числе которых дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей. Те, кто больше всего ждет и верит в сказку и новогодние чудеса. Постановщики спектакля, как всегда, не разочаровали маленьких зрителей, которые с замиранием следили за новогодними приключениями козы и козлят. Приключения козы, которой удается вернуть своих козлят, а заодно и пристыдить серого волка, не заканчиваются одним спектаклем. Любимый персонаж большинства русских народных сказок продолжила развлекать детвору у новогодней елки. Конечно, мы тут постарались, в общем-то, чтобы дети поверили в сказку, поверили в чудо, потому что спасибо огромной администрации нашего города, которые закупают у нас для этих утренников подарки. После многочисленных конкурсов, танцев и хороводов ни один из детей не остался без новогоднего подарка. Я мечтала о новом компьютере. Но я не... теперь мне мишка больше нравится, чем компьютер. Понравилась Снегурочка с Дедом Морозом и коза. Новогодний уикенд в Удачном завершили рождественские торжества. В ночь с 6 на 7 ноября настоятель православного храма преподобного Серафима Саровского, отец Дмитрий, совершил божественную литургию в честь родившегося Богомладенца Христа. Почти 4 часа продолжалась рождественская служба, во время которой верующие своими молитвами прославляли появление на свет Спасителя и одновременно с этим просили для себя и своих близких утешение в скорби, врачевание в болезнях и приумножение истинной радости, чтобы свет Вифлеемской звезды стал путеводным для каждого из нас.